Итак, друзья, мы поднялись чуть выше. Аул или город Харкерой, Горная Чечня. Я вам хочу показать, как наши предки строили лестницы. Представьте себе, построенная лестница, вот она. И к жилым башням. Посмотрите, какая кладка. Посмотрите, какие ровная кладка. И тут, конечно же, древность этих комплексов подчеркивают великолепные красивые петроглифы, которые мы видим на этой стене. Вот, посмотрите. Раз, два, знак солнца. И здесь три в конце, но он уже еле заметный. Но благо его, по крайней мере, не тронули вандалы. Толщина стены. Посмотрите. Убедитесь сами, что нету никаких растворов, ничего подобного. На какой-то высоте просто не передать. Вот башня. Вот толщина стен. Посмотрите, вот они стены. Посмотрите их геометрию. Смотрите, как ровно все построено. Вот. И вот эти великолепные петроглифы. Смотрите. Видите? И вот. Но что интересно, в этом замке, в этом городе Харкерой, смотрите, я хочу показать, вот, опять же, лестница, сделана, ступеньки. Смотрите, вот здесь тоже ступеньки. Круглая кладка, то есть углы геометрические, использование. Здесь я вижу впервые, что угол стены, он круглый, округленный. Если геометрически все остальные квадратные, то здесь он, как видите, округленный. Точно так же кладка. Вот. На какой высоте, чтобы было понятно, посмотрите. Вот такие вот комнаты. Вот так сохранились стены. Здесь все разрушено. Я больше чем уверен, что это во время Второй войны. Вот такой камень. Что интересно, специально или нет, я не знаю. Но здесь есть такая выемка. Откуда этот камень? Я не имею понятия. Но факт, что он здесь лежит. Вот таким образом. Вот. И здесь даже есть ступеньки. Это, походу, был вход. Так, полукруглая такая башня квадратная. Здесь остальные. Хочу заметить, посмотрите на арку. Посмотрите на эту великолепную арку. Сделанная без каких-либо других лишних предметов, чисто из камня. Я надеюсь, всем это видно, заметно. Посмотрите, какая красота. Башня. Вдали там Дагестан, Ансалта. А город Харкерой находится еще вот выше, дальше. Плюс сюда. Посмотрите, как много здесь сооружений. Здесь еще один камень с выемкой. Я вполне уверен, что эти камни были конкретно для какого-то предназначения. Но для чего? Вот это круглое углубление. И на тех камнях тоже, как вы видите. И хочу сейчас дальше показать вам.